Друзья, вот такая красота встречает нас добрым утром 21 марта. На улице весенний, уже утренник, минус 15 градусов. С одной стороны это хорошо, рыбка наша вся подстыла, замерзла, надо чистить. Но с другой стороны, пойдем зайдем лучше в избу, прохладненько. Вышел специально, чтобы показать вам эту красоту весеннюю. О, Серега звонит. Алло. С добрым утром. С добрым утром. Ты, Серега, в прямом эфире. Как раз съемка идет у меня. Иду по лесу и балдею. Хотел позвонить тебе с добрым утром поздравить. Такая погода классная сегодня, да? Да я выходил, как раз пейзаж снимал утренний. Конечно, классная. Я уже, минус 15 градусов тут было у меня. У меня градусника нет, туда вроде тепло кажется. Так что можешь привет передавать подписчикам, друзьям. Всем привет. А то иду, солнце светит, такая погода, я думаю, надо было ехать туда, на лесную речку порыбачить. Так, приезжай, поехали. Да? Все в наших руках, да? Сами себе хозяева. Да, чё. Я вот тоже думал одно, второе, третье, планы строил, наверное, все-таки палки оставлю, они не замерзнут, удочки подниму и буксировщик загружу и повезу, техосмотр сделаю, поеду, пока дороги не рухнули, наверное. Ну да, вон, такая погода хорошая, так нормально. Че, лыжи-то держат? Можно будет. Лыжи-то держат сегодня? Да, тоже проваливаются. Я говорю, какой-то снег, я не знаю. Даже 2 раза по лыжне туда-сюда проходил и еще раз валится пару раз, там бывает. Да, бесполезно. Сейчас только если где можно на технике проехать и все. Ну да. Будем ждать, пока растает. Ну, так, ладно. Пока выключаемся, поговорим. Всем доброго утра. Сереге он, как вы видите, тоже не спится уже. Поехал на дальнее озеро попробовать половить окуня. Буксировщик говорит, не держит Мухтар ни хрена. Идет, топает пешком на лыжах. И мне туда никак проехать. Там, потому что открыта река. Речку мне не переехать. Мостов там нет. А у меня на завтрак опять макароны и опять 2 котлеты. Вы, наверное, думаете, каждый день одно и то же. Мне не надоедает. А как бы не гурман в разнообразии пищи. Вся фигня. Главное, чтобы было сытно, калорийно. А с утра всегда надо хорошо поесть. Собрал вот я уже пальничек. Сейчас, в общем, буду собираться. Я говорю, были у меня одни планы вечером. Вчера днем, то есть вечером появились другие. А сегодня утром проснулся, 15 градусов. Уже 12. Теплеет. Рыбу надо ловить на Печоры рано утром. А возиться с продольниками в минус 15 это занятие, я вам скажу, неблагодарное, потому что червячки сразу замерзают, прилипают везде. Продольничками лучше заниматься в плюсовую температуру, ну или где-то, скажем, до минус 2. Вот. Такой мороз. Или на удочку рыбачить, ну или рыбачить на удочку. Потому что продольниками это фигня. Или можно просто сейчас проверить, поднять. Наверное, что так и сделаем. Проверим там по-любому что-то, да что-то сейчас утром попадется. Попробую сначала на удочку, конечно, часик, но это бесполезно. Хотел ехать на озеро тоже. Были планы. Попробовать окуня, но подумал, лучше пока не буду расшатывать руль полностью, разбивать, потому что я же вам говорил, что бабышки я потерял от руля. И пока новые не придут, не стоит до конца
А то, не дай бог, металл об металл раздолбает, там потом будут проблемы. В общем, планы такие на сегодня. Собираюсь. Еду на речку. На улице просто прекрасная погода. Вышло солнышко. Вон, вот оно наше солнце весеннее. Побалдею на речке. Часов 5, наверное. И потом собираю все манатки. И на полных парах еду в деревню. Загружаю буксировщик. И везу в поселок. Там мы его... Не сейчас. Но, в принципе, можно и сейчас. Что там? Наверное, скорее всего, проведу ТО, поменяю масла, все такое, затяну, подтяну. Ну, скажем так, обкатку, ураган прошел. Вот. Такие вот планы. Можно было, конечно, здесь остаться до таяния снега, до весны. Но все-таки хочется съездить на лесную речку, а это немножко в другой стороне. Как-то вот так. Такие вот планы у меня на сегодня. Так что завтракаем и встречаемся на реке. Ну вот, короткие сборы в течение часа где-то. Все собрали. По традиции оставляем в избе только порядок. Все развесили. Отдушину открыли там. Дрова сухие. Вон еще дрова на растопку. Сырая береза. Все напилено. Все расколото. Запас дров здесь. Оставляем двери приоткрытой. Вот так. Для вентиляции. Чтобы избушка не запотевала. Как понимаю, сейчас уже не зима и как бы мороза не будет. Да и народ сейчас уже будет ездить. Но все равно оставляем так, как полагается. Вон распиленная береза. Там вот сушничок напиленный. Все упаковано, все сложено. И приехал один на 2 дня. А барахла привез. Народ, наверное, так на промысел едет, как я еще на 2 дня. Ну, по привычке, это надо, то надо. Аппаратура, освещение, одно, другое, третье. И получается, вот еще и не влезло, вон еще и здесь. Ну, зато все есть. Можно было вот с этим корытом мне вполне прожить здесь 2 недели. Ну, привычка такая у меня дурная. Некоторые ходят с одним рюкзачком. Я же таскаю все. Все свое ношу с собой, скажем так. До свидания, избушечка. Через недельку, может через пару недель мы сюда еще вернемся, конечно. Это будет у нас уже весенняя рыбалка. Ну а пока мы покидаем эти места, все собрано. Поездка, это, так сказать, была не запланирована. В общем-то, ну, половили, рыбу половили, отдохнули душевно. Что еще надо? Никто ко мне не приехал. Надо проводить ТО на урагане. Обкатку он уже прошел. Техника такая вот, я доволен. Поехали. Итак, друзья, мы на реке. И сегодняшнюю проверку мы начинаем немножко нетрадиционным способом. Обычно я начинал с проверки продольников. Сейчас я вот проехался вдоль удочек, думаю, играют, не играют кивки. В общем, на всю коллекцию моих удочек играет только 2 кивка. Там вот возле палочки видно, что рыба есть. И здесь вот вчера вот поставил прикормку и 3 удочки. И вот самая последняя удочка тоже играла. Мы с нее и начнем сейчас проверять. И сразу же попробую. Вот тут еще 4 удочки. Попробую на мормышку. Пока утро, хотя что утро-то уже. Пока собирались, пока приехали, время это, наверное, уже 9 часов.
Время без 8:10 уже. Вот это нам пособираться. Ну что, смотрим. Навряд ли будет сейчас клевать на удочку, потому что рыба, видать, клюет рано-рано утром. А днем она клюет только тогда, когда уже просыпается весна, когда рыба активная. Сейчас она клевать не хочет. Рано утром не поехал, потому что смысл, я же вам говорил, что с продольниками, с червями копаться некомфортно вообще в такую погоду. Вот она клюет. Как мы видим, видите? Рыба здесь есть, пока есть. А что здесь, сейчас мы посмотрим. Все, уже нету. Нет, пока есть. Хариус, что ли? Хариус. Я его по почерку узнал. Вон, друзья. Вот он, первый хариус. Не первый, второй, тогда Серега уже поймали. Вот он, красавчик. Вот он, хороший мой. Он подошел к прикормке. Я не помню, что здесь кидал. Творог с комбикормом. Не зря говорят, хариус творог любит. Так. Ну вот хариус-то, может быть, и днем возьет. Если есть, он может и взять днем мормышку. Целую операцию приходится делать. Вот и первый хариус, Энскадан. И это радует. Что не говори, а потихонечку весна приходит в наши края. Но очень медленно. Очень медленно. Рыба вся спит. Просыпаются только единицы. Если на малых реках рыба просыпается пораньше, здесь у нас просто одинарный крючок, то здесь на Печоре еще все тише. Тишина. У меня здесь еще вот был. Здесь никого. И здесь никого. Только один. Ну, ничего страшного. Сейчас пройду с удочкой, потом отцеплю вот там. На середине где-то еще играла. Все, наживляем, отпускаем, достаем удочку и проверяем. Будут поклевки, обязательно включимся. Удочку бесполезно. Пробовал здесь, пробовал на тех лунках. Минут 15-20. Пойдем снимем того хариуса, да будем проверять продольники. Хариуса, может там вообще не хариус. Вон так едешь, где рыба есть, сразу видно. Тюк-тюк-тюк. Что-то подозрительно. Нету. Вон там вот возле палки тюкало. О, вот она. Да, проедем немного. Вот он колбасит. О, хороший мой. О. Силен, братан. Силен. Где не засыпал лунки, замерзло сантиметра 3, наверное. А где засыпал, вообще не замерзло. А засыпать надо под таким пушистым снегом, а не твердым. И можно быстро и просто убрать потом его, и все. Вон, лунка готова, не надо долбить, не надо чистить. Ну, о, вес хороший. Плавно идет. Это, наверное, язь. Ух ты, ох, пошел в лунку, не хочет идти.
Блин, в лунку не лезет. Ну давай, давай. Все, пошел. Язь. Вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он такой язёк. Инскадан. Взял на крючок. Мормышку на этот раз. А, эта мормышка уже ловила, значит, вот здесь получается тоже типа тропы у них что-то. На эту мормышку уже есть был один. На эту удочку. Это второй. Так, наживляем. Отпускаем. Сегодня мы эти удочки будем поднимать. Но в течение дня пусть пока побудут. А вдруг? Вчера в течение дня один язь соизволил попасть. Взять крючка, червячка. Так что не теряем надежды. Поднимаем последнюю очередь. Перед уходом уже. Ловись, рыбка. Малая велика. Ловись, рыбка. Когда рыба клюет, хорошо идет стайно. Поднял рыбу. Поднял, снял. Отпускаешь. Бац, тут же сразу. Но, повторяюсь, пока еще не весна. Пока еще все вяло. Так, ну что, друзья, товарищи, полезайте-ка в мешок, наверное. А нет, отдельно, пока отдельно закидаю, потом отдельно общий итог подведем. Поехали проверять продольники. На них у меня надежда есть. Вчера уже вечерком все свеженькое насадил. Не хочет без подсота. Блин, помыл руки. Угу. Сегодня без пешни не обойдись. Вчера, если пробивался лед лопатой, то сегодня нужна уже пешня. Я говорю, замерз капитально сегодня. Заморозок был ночью. А подсыпанные лунки, вон, все хорошо. Тишина. Перед уходом буквально пухлым снегом подсыпать, и все. Как одеяло, оно греет. Ладно. Будем потихонечку долбить, готовить лунки и проверять. Итак, первый продольник. Здесь вчера был сиг. Посмотрим, что сегодня. Сегодня, походу, никого. Ёрш живой. Второй живой. Налима нету. Ладно, налима нет. Вон, все черви живые. Рыбы здесь тоже не было. Все черви целые. Вот это фига себе. Вот этого я не ожидал. Да. Тишина получается. Вся рыба еще спит. Здесь какая-то небольшая натяжка есть вроде бы. Ёршик или что. Блин, крючок еще зацепился. Блин, так блин, за веткой бежать. Все-таки пришлось бежать за крючком.
Зацепом вернее. Да иди ты в воду, замерзнешь, дурачок. Кто-то запутал. Может быть и сижок. Не, никого. Никого. Ага. Я походу поймал оборванный продольник. Да-да-да. Ну, хоть это радует. Который я позавчера отпустил, вот. Я думаю, что-то продольник слишком длинный. Я его отпустил. Он, видать, был зацеплен об лед. И вот я его сейчас поймал. Ну, хоть поймал потерянный продольник, и то хорошо. Так, где-то буран. Так, теперь как-то это надо культурно все расцепить. Так. Так. И так. Ну вот, продольник поймал, продольник. Я его позавчера отпустил. Думал, что он в сцепке с тем продольником. Тот поднял, оборвал. И этот, получается, был зацеплен об лед. Вот я и сейчас его от льда отцепил и вытащил. А рыбы не было. Так что у меня минус только один продольник получается, второй я нашел. А рыба все, видать, день поклевала. Сейчас вон все черви даже целые. Так что с чистой совестью можно поднимать палки. Не клюет и не надо. Будет рыбы мы и половили. Хоть столько, и то хорошо. А нам большего и не надо. Мы сюда весной вернемся. Так, а это что? Этот собираем. Так, а это новый продольник. Вчера отдолбил, поставил на новом месте. Может быть, хоть здесь есть. Все продольники были пустые. Все до одного. Так. А здесь что-то есть на новом месте. Что-то дергает. И черви съедены. Ух ты, ух ты, ух ты, язёк идет, идет язёк. Язёк. Ну вот. Не зря я вчера отдолбил. На новом месте продольник. Новое место сработало. Может, просто рыба не гуляет. То, что было на определенном месте, попалась. А свежая не подошла, новая рыба. Вот хариус сегодня на новом месте попался. Но я на старом один. Вот тут. Остальное безрезультатно. С каждым разом все хуже и хуже. А тут вот и черви съедены. И он попался язёк. Получается, рыба еще не гуляет. Значит, еще для них зима. Так, друзья, в общем, поднимаю продольники.
Пусто. Пару вешей попало, насадил на эти палки, потому что палки я оставлю. Пусть пока будут, поднимать их не буду уже, сейчас сильных морозов не будет. В общем, что я включился, вот попала на продольник вот такая вот рыба. Не знаю у кого как, есть такие, нет. Вот такая вот интересная рыба. По-русски он бычок-подкаменщик. По коме он посел. Его не едят точно. Вот глазки сверху. Вот такая вот страшная рыбенция. Просто страшная. Но говорят, он занесен в Красную книгу. Не знаю почему. В принципе, его хватает. Его даже и есть-то никто не едит. Но вырастает он самый большой. Я видел сантиметров 15 вот таких размеров. Как говорят, он индикатор чистой воды. Где он водится, значит вода там чистая. Типа в грязной воде он не водится. Аккуратно отцепили. Полюбовались, вам показали. И отпускаем обратно. Плавай, друг. Его даже коты не едят. Как-то пробовал давать своему белому, он даже его не есть не стал. Не знаю почему. И есть еще такая рыба юмань. Похожая на налима. Только маленькая. Вот такая самая большая вырастает. Ее тоже не едят. Но коты их едят. В общем, все, сматываем удочки и домой. Хорош, нарыбачились. А рыба еще не проснулась. В общем, друзья, иду, поднимаю продольники. Вон такие вот продольники у меня по 3-4 крючка. До удочек еще не добрался. Подошел к этому продольнику. Вчера я здесь кинул макуху. От фидерного узела, от фидера, короче, груз с макухой. Начал поднимать, уже без надежды. Смотрю, вроде бы кто-то дернул. Ага, дергает кто-то, да. Так что смотрим. Все-таки прикормка. И вот такая вот фигня. И там макуха. И кто-то сюда на макуху повелся. Есть подтяжки, вон черви целый. Опа. В лунку не хочет идти. Язь. Хороший язь. Вот такой вот язь. Вот так. Вот такой вот здоровенный язь. Все-таки для запаха что-то надо привлекать. И там еще что-то еж, что ли. Ага, вот ежик еще. Сейчас мы тебя куда-нибудь на палку. Заглотил глубоко, смысла нет. Все равно подохнешь. И все. Ну вот. Третий язь на сегодня. В принципе, несложно вот накупить таких грузилов. И прямо внутрь вот макуху. Я сейчас это даже убирать не буду, ничего с ней не будет. Высохнет так же. Оно даже не размыло его. Вот такая вот макуха. И к запаху подошел и повелся. Он такой красавец язь. А так клёва нет нигде. Все удочки стоят. Звонил Игорь, сейчас товарищ в поселке. Поехал, говорит, с утра на рыбалку. Ни одной поклевки, говорит, с утра не видел. Народ сидит. И ни у кого ничего не клюет. Ветер поменялся, получается, был северный ветер вчера. Сейчас поменялся на южный ветер. Пошел снежочек. Видать, давление падает или что. Не знаю, в чем причина. Или зима еще. Но вот все черви целые. Ну куда это годится? Если бы клевало, все равно, как минимум бы пошибали червей. А так вот единицы. Нет-нет, дохапают. Ну и ладно. Свою рыбу мы поймали. Общий улов очень даже ничего получился. Даже сегодня при полном бесклеве вон какие красавцы. Так, это снимаем. И поднимаем. Ну что, друзья, вот и дошли мы до
крайней удочки. И вот здесь на последней удочке был хариус сегодня утром на проверке. 4 лунки вот отметил веточками, засыпал. Начал поднимать. Вот. Подошел к этой удочке. Вон. И была поклевка. В общем, сейчас мы будем смотреть. Все-таки прикормка играет огромную роль. Даже при полном бесклеве сюда рыба подходит, более-менее активно, которая, и попадает. Так что не надо пренебрегать прикормкой. Творог с комбикормом, запах. Вот хариус подошел. И сейчас мы посмотрим, кто еще подошел сюда. Сейчас мы это посмотрим. Так, что-то очень слабенькая натяжка. Нет, есть. Что-то вроде есть. Вот он. Вот сижок. Сижок, а это что такое? Что-то все запутано. Он у нас... Да, вот. Запутал соседнюю удочку. Так, сейчас мы ее распутать попробуем. Вот он, такой сижочек. Все-таки на творог не только хариус идет, но и сиг тоже. Он заглотил до желудка. Оказывается, нет, но все равно уж собрались, все равно поедем. По-любому удочки я сматываю. Независимо от того, какой сейчас будет улов, хоть на каждом крючке будет рыба. Вот такой вот сиг. Янскадан попал. Эта удочка поймала сегодня уже вторую рыбу, получается. И запутал соседнюю удочку. Но сейчас мы это распутаем. В общем, друзья, хочу сказать одно. Творог рулит. К творогу рыба приходит. Но там не просто творог. Блин, ладно сейчас. А творог и комбикорм. Как-то вот так. Хариус и сиг уже поймала эта удочка у нас сегодня. Здорово. А я уж думал сегодня вообще потихоньку уже соберем 3 азя, хариус, сиг. Может быть еще что-то будет. Хотя нет, я проверял сейчас, когда шел, рыбы не было. Если сейчас вот не попадется, погодка вообще прелесть. Скоро весна, друзья, скоро весна, скоро будет. Потихонечку начала рыба уже просыпаться. Еще немножко осталось, может быть неделя-две, и клев будет. И мы его вам обязательно покажем. Продолжаем сбор удочек. Погода меняется из крайности в крайность. Только что была прекрасная погода, вон. Как будто разорвали подушку где-то на небе. Повалил снег хлопьями прямо и ветер. Но я включился не по этой теме. В общем, друзья, ближний огородик, который к берегу, вот 1, 2 и 3. 3 удочки. Все удочки я уже поднял. Эти всегда, оставил напоследок. Каждый раз приду, подергаю, потому что вот здесь стоит прикормка, творог с комбикормом. И думаю, подниму в последнюю очередь, может кто-то подойдет. И как вы думаете, моя тактика сработала. Вон, подошел, леску дернул, бац, есть там, есть, вот он. Дергает вовсю. Сейчас затих немного. Сейчас мы посмотрим, что там дергает. Сейчас мы это проверим. Напоследок, кого нам Петр Павел сюда отправил. Язя или сига или хариуса.
Прикормка творог с комбикормом. Попасться может любая рыба. Ну что, поехали. Вот он, вот он, вот он. Он как дергает. Ну, с Богом. Дергает. Похоже на хариуса. Сижок. Аха-ха, Янцекадан. Сиг. Еще один красавец. Вон. Серебро Печоры. О, смотрите, как блестит он на свету. Переливается аж. Вот такой вот красавец сиг. Ах, Янцекадан. Ну, молодец, Петр Павел, паси Господи помилуй. Вот такой вот красавец сиг. Ну вот ради этого стоит ставить зимние продольники, потому что, как вы видите, на удочку бесполезно его ловить, а на вставные нет-нет. Вон. Отличный сиг, даже этот в сороковку, сороковочный. Ну, не зря. И значит, можно подвести итоги. Сейчас сразу, пока камера включенная, сейчас мы это и сделаем. Так, ну что, подводим итоги. Это на сегодня раз сиг, два сиг, чуть поменьше. Хариус вон отличный. И 3 язя. Раз, два, три. Ну, 6 рыб. И вон 4 ёршика еще. И там еще 2 ерша у меня. 6 ершей и 6. Ну, напоследок, конечно, порадовал кабанчик Янцекадан. У меня еще вон стоят продольники. Я их не поднял. Перед уходом я еще их проверю. Может, и туда что-то влетит. Как бы теоретически возможно. Почему нет? Этот же влетел сижок. 2 сига, получается, клюнули прямо днем. Вот и понимай их как хочешь. А, вон еще 2 удочки у меня. Раз, два. 2 удочки там. 3 удочки здесь. Внутри одну я уже поднял. Все-таки к прикормке, что не говори, рыба подходит. Если ловить на вставные удочки, нужно по-любому ставить прикормку. Раз, два, 3, 4, 5 удочек осталось. И там еще 1 продольничек. Их поднимаю. Потом просто пройдусь по палкам, подниму. Дергает, не дергает. Если дергает, проверим. Не дергает, оставляем, засыпаем. И до лучших времен. Палки оставляем, остальное все подняли. У меня же настроение поднялось. Так же, как и вон. Снегопад проходит, выходит солнышко. Все здорово. Белые рыбки мы поймали. Отличная малосолочка будет и сиговы, хариуса. Все вот так. Что, друзья, самое неприятное позади. Больше всего не люблю сборы. Поднялся сильный ветер. Все собрали, подняли все удочки, все продольники. Оставили только палки с крупными крючками на ершей. Пусть стоят. Может, возьмет налим, что 5% даю из 100. Налима весной у нас нет почему-то. Я не знаю, куда он пропадает. Начинает брать он только когда уже открываются забереги. Это конец апреля. Но перед ледоходом, буквально дня за 3-4, когда уже вода вот-вот лед тронется, начинает брать. Было у меня такое, что оставлял продольники до упора и начали попадать налимом буквально перед ледоходом. Так что самое неприятное позади, впереди самое приятное. Ну что, подводим итоги. Вот это сегодняшний улов. 3 язя, 2 сига и хариус. А сейчас посмотрим мы общий улов.
Так, надеюсь, видно. Все настроили. И общий улов у нас составляет... Опа! Ну нормально, что? Опа-на! Вот столько рыбы. Вот такая куча рыбы. Так, ну что, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 язя, 24 язя, ершей штук, наверное, 15-20. Раз, два, три, 4. 5, 6 сигов и 7 хариус. 6 сигов, 1 хариус и 24 язя. 31 рыбина. Грубо говоря, за 3 проверки. Что? Я считаю прекрасный улов. Это не считая того, что для реки Печора на данное время еще идет глухозимье, но кое-что уже шевельнулось. Сиг шевельнулся, хариус шевельнулся, язь пошевелился, но это было позавчера, вчера. Сегодня, как мы видим, практически уже ничего не клевало. Постоять. Так что рыбалка состоялась, не зря выезжал. Река стоит, а у нас уже небольшая кучка рыбы есть. Так что все прекрасно, все хорошо. Спасибо, что смотрели мои ролики. В планах у меня много планов. Поездка на лесную речку. Сюда мы вернемся тогда, когда уже буквально перед ледоходом, где-то за недельку порыбачим на последний лед. Ну а пока, до свидания. До встречи на канале Коми Рыбак. Кто не подписался еще, не стесняйтесь, подписывайтесь, жмите колокольчик, и вы будете первыми, которые узнают, что появилось новое видео, появился новый ролик о моих походах. А они сейчас будут один за одним, потому что 21 марта, весна все-таки уже у нас наступила, и это здорово. Всем спасибо, всем пока.